Копать или не копать? Вот в чем вопрос. Конечно же, копать, ответят ученые-археологи. Сегодня в Международный день археолога мы от души поздравляем белорусских археологов и говорим огромное спасибо. Ведь благодаря их стараниям в буквальном смысле слова мы можем прикоснуться к прошлому. Ну а теперь давайте вернемся в настоящее. Доброе утро! Это программа «Утренняя эспрессо». Меня зовут Вероника Яковец. И сегодня мы будем делиться с вами только полезными новостями. Оставайтесь с нами. Возможно, вы удивитесь, сколько всего интересного можно узнать за 45 минут. Сегодня в «Утреннем эспрессо». Безопасное поведение – залог здоровья. Как избежать чумы последнего столетия? Парковать или не парковать? Отдых по правилам, отдых в удовольствие. Первым делом самолеты. Как в Бресте готовятся ко дню авиатора. Полеты во сне и наяву. Воздушная йога для любителей невесомости. Сегодня 15 августа, пятница. У нас есть две новости по закону жанра, как говорится. Думаю, что обе хорошие. Первое. Мы с удовольствием вам расскажем о некоторых приинтереснейших вехах дня сегодняшнего. И вторая. В силу того, что мы с вами увидимся в понедельник, кое-что интересное вы узнаете из истории 16 и 17 августа. Почему мы решили рассказать сразу о 3 днях? Просто в народных приметах вековой мудрости народа есть логические связи, которые не разорвешь. Все просто. Внимательно наблюдайте за погодой сегодня. Таким будет сентябрь. Завтра, 16 августа, вы сможете представить погоду октября. А вот 17 августа – предвестник ноября. Наверное, здесь все-таки имеется в виду не столько температура воздуха, сколько наличие или отсутствие осадков. Но в любом случае интересно. Как говорится, поживем – увидим. Ну а пока с удовольствием смотрим прогноз погоды на сегодня. Приятная новость из Пинска. С одной стороны, она может показаться достаточно узкоспециальной, с другой касается каждого, особенно в Пинском районе. Итак, в Пинской центральной больнице появилось новое оборудование. К примеру, в приемном отделении появился кабинет магнитно-резонансной томографии. Заработал и новый рентген-кабинет. Надеемся, что подобные меры еще больше повысят качество обслуживания. Это говоря языком официальным. Ну а если говорить языком житейским, то возможностей для того, чтобы сохранить или поправить здоровье, у наших земляков стало больше. Так что будем здоровы. И на этой ноте продолжим знакомство с основными событиями в регионе. Обзор областной печати специально для вас в пятницу утром на телеканале «Беларусь-2». Более 100 человек пришли в горисполком на обсуждение проекта итальянского квартала в границах улиц Советской, Мицкевича и Комсомольской города Бреста. У жителей этой территории накопилось немало вопросов. Подробности в вечернем Бресте. Для родителей и школьников звенит последний звонок. Пора совершать необходимые покупки к школе. Какие способы сэкономить существуют и куда выбраться на школьный базар, выясняли журналисты «Вечерки». Брендом Ивановского района за последнюю пятилетку успел стать кулинарный фестиваль «Мотольские прысмаки». Но в этом году гастрономического форума в силу ряда причин не было. Только на Ивановщине от идеи празднества не отказались, а предложили встречу немного в другом формате. О новом творческом проекте ивановцев читайте на страницах газеты «Народная трибуна».
Во время рабочей поездки в столицу Белорусского Полесья председатель Брестского облсполкома Константин Сомар побывал на объектах, которые реконструируются и благоустраиваются к областному фестивалю «Дожинки», которые в этом году пройдут в Пинске 13 сентября. В целом руководитель области остался доволен ходом подготовки к празднику. Подробности визита в свежем номере «Пинского вестника». Льняная, самотканая, украшенная вышивкой. Ее возраст насчитывает более 100 лет и вмещает в себя историю семьи, в которой живут неравнодушные к своему родоводу люди. Какой путь прошла домотканая сорочка 1890 года, читайте на страницах Ковринской районки. О чем прочитать, узнайте из обзора прессы утреннего «Эспрессо». Мы обещали делиться с вами полезной информацией, и мы стараемся выполнять свои обещания. То, о чем пойдет речь далее, действительно касается каждого. У нас в гостях заведующий отделом профилактики ВИЧ-СПИД Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Глебко Леонид Владимирович. Леонид Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Леонид Владимирович, тема у нас с вами предстоит серьезная для разговора, но мы постараемся с вами ее донести до умов и сердец телезрителей утреннего «Эспрессо» таким образом, чтобы это стало каким-то ключом для безопасного поведения и здоровой жизни жителей Брестской области. Леонид Владимирович, скажите, пожалуйста, на данный момент можем ли мы подводить какие-то предварительные или, может быть, уже не предварительные итоги полугодия, связанные по вопросам ВИЧ-СПИД в Брестской области? Да, по итогам 6 месяцев 2014 года мы можем подвести итоги и сказать, что темпы распространения ВИЧ-инфекции в Брестской области у нас замедлились. Это хорошо. Да. И благодаря тому, что у нас вот такая проблема на территории, как город Пинск, он снизил темпы прироста новых случаев ВИЧ-инфекции. В прошлом году, с 6 месяцев сравнивая, было 46% прироста. Сейчас мы имеем только плюс 6% прироста такой проблемной территории по ВИЧ-инфекции, как город Пинск. Леонид Владимирович, я думаю, что замедление темпов роста в данной связи, оно, конечно же, связано и с просветительскими программами, и граждане наши, если можно так выразиться, уже стали более грамотными в этом вопросе и образованные. Но все равно мы не можем говорить о том, что проблема исчезла вовсе. Она существует. Можно ли сказать, что в Брестской области существуют какие-то особые проблемные очаги, географически, территориально? Как очагами проблемными в Брестской области это является у нас город Пинск, потому что там у нас больше всего проживает наших ВИЧ-инфицированных в Брестской области. Такая же территория у нас проблемная, это город Лунинец с городом Микошевичи, где в Лунинецком районе у нас проживает 73 ВИЧ-инфицированных, в том числе 50 это в городе Микошевичи. И в основном Пинск это проблемная территория, потому что там у нас все-таки основная причина заражения – это инъекционное введение наркотиков среди нашей молодежи. Мне бы сейчас хотелось, чтобы вы еще раз напомнили нашим телезрителям, жителям Брестской области о том, как же так себя вести, каким образом, чтобы избежать этой проблемы. Существует ли какой-то кодекс безопасного поведения, что ли, в этом отношении? Да, мы всегда говорим, в первую очередь, нашей молодежи и тем лицам, которые уже стали ВИЧ-инфицированными, мы когда их консультируем, то мы видим, что лица, которые заболели ВИЧ-инфекцией, вели себя, конечно, не должным образом. Это касается особенно тех лиц, которые у нас выезжают на заработки в Российскую Федерацию, которые возвращаются домой и уже с таким опасным заболеванием, как ВИЧ-инфекция. А так мы работаем с нашей молодежью, в первую очередь. Это наши общеобразовательные учреждения, это наши школы. У нас сейчас в Брестской области открыто 11 специальных классов с компьютерной техникой для профилактической работы с нашей молодежью. И мы будем и дальше расширять эти классы, приобретать компьютерную технику, чтобы учить молодежи безопасному поведению. Леонид Владимирович, но при всем при этом, мне кажется, что помимо того, что существуют какие-то государственные просветительские программы, не только для взрослых, но и для молодежи, родители также должны принять в этом какое-то участие, чтобы объяснить своим детям какие-то нюансы, опять-таки, безопасного поведения. Да, это в первую очередь мы говорим это на родительских собраниях, когда нас приглашают в общеобразовательные школы, чтобы говорить для наших родителей об этой статистике, которую мы доводим до наших родителей, и говорим о том,
как должны вести себя наши дети, что не только здесь проблема школы, но это, в первую очередь, родители, говорить о ребенке, где ты бываешь, что ты делаешь, и чтобы это было под надзором наших отцов, матерей, чтобы они знали, что ребенок должен вести себя правильно, чтобы он был занят именно хорошей работой, то есть учеба, спортивные какие-то мероприятия, какие-то кружки, а не так, чтобы это там, как мы видим, ребята, которые заболевают ВИЧ-инфекцией, они, конечно, многие еще и не работают. Это плохо. То есть они конечно, находятся в определенной группе риска, социального риска, если можно так выразиться. Леонид Владимирович, и в завершении уже нашей с вами беседы мне бы хотелось, чтобы мы сакцентировали внимание еще на следующем. Скажите, на данный момент, на сегодняшний день в Брестской области возможно ли сдать анализ на выявление инфекции ВИЧ-СПИД? Доступна ли эта процедура? Если да, то каким образом это можно сделать? Да, можно сдать бесплатно в любой поликлинике Брестской области, в стационаре, где находится наши пациенты, любой гражданин, который находится на лечении, добровольно и анонимно сдать на ВИЧ-инфекцию. То есть мы говорим о том, что можно сдавать, не боясь, это все анонимно, конфиденциально, и мы нацелим наших медицинских работников, чтобы так называемый скрининг обследования нашего населения, говорим о том, что мы будем увеличивать обследование, то есть будем больше выявлять ВИЧ-инфицированных. Чем больше мы будем выявлять, тем больше у нас будет меньше больных с ВИЧ-инфекцией. Поэтому мы нацелим наше население, чтобы оно шло, если есть какая-то клиника этого заболевания, и обращались к медицинским работникам и сдавали анализ-тест на ВИЧ. Леонид Владимирович, огромное вам спасибо за то, что сегодня утром вы пришли к нам в студию. Еще раз мы с вами поговорили на достаточно серьезную тему, которая действительно касается каждого в частности, и в Брестской области. И в завершении мне бы хотелось еще раз высказать надежду на то, что мы не будем беспечными, мы будем грамотными, образованными и от этого, потому что в большей степени зависит наше личное здоровье и здоровье наших близких. Спасибо вам большое. Спасибо вам тоже. Мы напоминаем, что сегодня утром в гостях утреннего «Эспрессо» был заведующий отделом профилактики ВИЧ-СПИД Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Глебко Леонид Владимирович. Думаю, что и эта новость будет для вас приятной. Я бы даже сказала так. Новость с терпким привкусом шоколада. Итак, совсем недавно вступил в силу документ, в соответствии с которым белорусские продовольственные магазины должны в ассортименте для своих покупателей иметь не менее 36 наименований отечественного шоколада. Думаю, что это повод для радости. Белорусский шоколад уже давно имеет репутацию качественного и, конечно же, вкусного. Ну, а еще поговаривают, что шоколад поднимает настроение. Все, естественно, хорошо в меру, даже шоколад, чтобы он приносил пользу. Ну, а мы продолжаем вкусное утро советами настоящего профессионала, шеф-повара отеля «Эрмитаж». Доброе утро! Предлагаю сегодня приготовить на завтрак микс из овощей и фруктов, которых уже в достатке. Вас приветствует шеф-повар ресторана «Эрмитаж» Гринин Иван. Мы приготовим сегодня салат, который состоит не только из овощей, но и из фруктов. Для этого нам понадобится болгарский перец, шампиньоны, апельсин, яблоко, сыр моцарелла, мед, йогурт и горчица. Для начала приготовим салатную заправку. Она будет состоять из йогурта, немножко меда, дижонской горчицы. После этого приступаем к основным ингредиентам. Надо нарезать перец мелкими кубиками. Нарезали перец. Надо нарезать шампиньоны. Почистим и порежем яблоко. Моцареллу также кубиками. Небольшой совет от меня. Из долек апельсина вырезаем филе, самую сочную часть. Апельсиновые дольки, мякоть, режем пополам и опускаем в нашу миску. Осталось только заправить салат. Я вам напомню, что в заправке я использовал горчицу. Это новый стиль фьюжн. Сочетаем несочетаемое, то бишь соленое со сладким. Теперь мы это все перемешиваем. Выкладываем наш нежный салат. Нам понадобится тарелка, форма. Выкладываем наш салат в форму. Десять минут позади, и у меня на столе вкусный и полезный завтрак, который я предлагаю вам приготовить самим.
Приятного аппетита! С вами был шеф-повар ресторана «Эрмитаж» Гринин Иван. После того, как мы смогли разобраться с правильным завтраком и погодой на сегодня, еще одна новость. У меня такое чувство, что сегодня все новости я буду называть хорошими, и это не исключение. Хотя, как сказать, если вы законопослушный гражданин, чтете не только Уголовный кодекс, но и уважаете соседей, тогда новость приятная. Итак, в Беларуси ужесточаются меры ответственности за нарушение покоя жильцов в ночное время. Не будем утомлять подробностями, скажем только, что сейчас в еще большем сотрудничестве будут работать представители ЖКХ и МВД. Надеемся, что мы станем спать спокойно. А с другой стороны, это обезопасит нас от лженаветов. В любом случае, все остаются в выигрыше. А сейчас мы постараемся вам помочь найти ответы и на другие ваши житейские вопросы. Специально для вас работает горячая линия. Доброе утро, Анна. Доброе утро. Вопросы житейского характера зачастую застают нас врасплох. Найти ответ на них поможет горячая линия утреннего эспрессо. Первый звонок от Антона Николаевича из Каменца. Его отцу, инвалиду войны, 7 лет назад было выдано социальное жилье. В этом году отец мужчины умер, и звонивший спрашивает, можем ли мы, как близкие родственники, проживать в этом жилье и на каких условиях. Антон Николаевич, в случае смерти нанимателя жилого помещения социального пользования договор найма расторгается либо прекращается. Если трудоспособные совершеннолетние члены семьи нанимателя, проживающие совместно с ним, не имеют во владении пользования жилого помещения, с одним из них заключается договор найма на срок до 10 лет. В течение этого срока гражданам, проживающим в этом жилом помещении, предоставляется право на внеочередное улучшение жилищных условий путем строительства, реконструкции или приобретения жилого помещения с государственной поддержкой. Брещанин Максим приобрел видеорегистратор. Спустя 2 недели товар пришел в негодность. Мужчина решил вернуть покупку продавцу. Продавец потребовал у Максима акт сервисного центра о том, что товар не ремонтопригоден. Правомерно ли поступил продавец, спрашивает Максим. Для возврата товара ненадлежащего качества, Максим, потребитель должен предоставить следующие документы. Заключение сервисного центра, гарантийный талон, а также заявление установленного образца. Диана живет и работает в Столине. Женщина в разводе. Бывший муж выплачивает алименты на содержание совместного ребенка. Диана и ее бывший супруг пришли к мирному соглашению. И женщину интересует, возможно ли прекратить или приостановить выплату алиментов. Да, Диана, это возможно. Вы можете написать заявление судебным исполнителям об изъятии исполнительного листа из исполнительного производства. Взыскание алиментов приостановится. При этом в любое время до наступления совершеннолетия ребенка по вновь поданному вами заявлению исполнительный лист можно вернуть в исполнительное производство. Это была горячая линия утреннего эспрессо. Оставайтесь с нами. Хорошего дня! Спасибо, Анне. А мы напоминаем, что горячая линия остается на связи. И вы можете задавать свои вопросы. Ну, а мы постараемся найти на них ответы. Кстати, ответы на свои вопросы вы можете увидеть не только в рубрике «Горячая линия». О многом наши корреспонденты узнают из первых уст и спешат поделиться с вами. Сезон отпусков и отдыха еще не окончен, поэтому будьте предельно внимательны. Это то, что необходимо знать всем, особенно если вы отправляетесь на отдых на автомобиле. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. А что еще надо, чтобы хорошо отдохнуть? Вот и стремится народ в эти жаркие летние дни любой свободный час использовать для единения с природой. Вопрос только в том, как отдохнуть с пользой для себя и не навредить природе. Именно поэтому и были на законодательном уровне установлены прибрежные полосы строгого охранного режима. К примеру, ближе 30 метров от уреза воды ставить своих железных коней и мыть их, равно как и другие технические средства, строго воспрещается. В общем-то, все просто, и автовладельцы об этом знают. Это же в правилах написано, что ближе, чем 30 метров нельзя машину куда ставить. Вот и припарковались подальше от воды, чтобы не нарушать правила.
Но правила на то и существуют, чтобы их нарушать. Так, скорее всего, рассуждают те, кто игнорирует законодательство Республики Беларусь. Именно за нарушение закона о 30-метровой зоне чаще всего и приходится штрафовать автолюбителей. Рядовые проверки Брестская городская районная инспекция природных ресурсов и охрана окружающей среды осуществляет на постоянной основе в целях предупреждения загрязнения, засорения, истощения водных объектов. Если машины стоят ближе 30 метров, привлекается к ответственности водитель за данное нарушение. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, это статья 1551, часть 2, нарушение предусматривает, санкции предусматривает от предупреждения до 10 базовых величин. Рейдовая бригада, а это сотрудники Горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды и представители ГАИ говорят, что за день таких нарушителей может быть не один десяток. За прошлый год, если так говорить в части статистики, где-то было сделано порядка 25 рейдов, значит, составлено порядка 60 протоколов административных нарушений, значит, за стоянку автотранспорта ближе 30 метров в прибрежной водоохранной зоне водных объектов. В этом же году, в настоящий момент, составлено где-то 18 протоколов. Вот. Но еще, как говорится, лето в разгаре, и работа будет вестись на постоянной основе. Но куда меньше риска и хлопот для тех, кто выбирает отдых на официальных пляжах. Уж там созданы все условия. К слову, зон массового отдыха на территории Брестской области 87. За каждой зоной отдыха закреплены ответственные организации, которые ответственны за обустройство этих зон отдыха, обследование дна водных объектов, за своевременную уборку и вывоз мусора и так далее. И, конечно, эти зоны отдыха находятся под постоянным контролем. Стоит отметить, что рядом с официальными пляжами есть и официальные автостоянки. Конечно, каждый вправе выбирать, где проводить свободное время. Но у каждого есть возможность подсчитать все плюсы и минусы предложенных вариантов и сделать выводы. – 15 августа 1534 года в Париже испанским дворянином Игнатием Лойолой было основано Общество Иисуса, известное впоследствии как монашеский орден иезуитов. Одним из важнейших итогов их деятельности стало основание многочисленных школ, привлекавших учеников высочайшим для своего времени уровнем обучения и успешно служивших делу католицизма. А в 1771 году родился выдающийся шотландский писатель и основоположник исторического романа Вальтер Скотт. До 1829 года его знаменитые исторические романы выходили анонимно. Имя их истинного автора стало известно лишь в результате краха издательства, которое печатало эти книги. В 1769 году на острове Корсика родился Наполеон Бонапарт. Яркий республиканец, якобинец, антимонархист в годы французской революции, он, получив власть, в результате переворота стал сначала первым консулом, а позже императором. 15 августа 1810 года в Париже состоялось торжественное открытие Вандомской колонны, построенной по приказу Бонапарта, чтобы увековечить память о своих победах и воздать должное мужеству солдат Франции. 15 августа 1913 года в Петербурге 24-летний Игорь Сикорский на гигантском по тем временам самолете собственной конструкции «Русский Витязь» установил мировой рекорд продолжительности полета – 1 час 54 минуты. Событие не ускользнуло от внимания Государственной Думы. За создание первого в мире многомоторного самолета депутаты наградили конструктора премией. В этот же день, но в 1924 году, в Ленинградском народном доме имени Карла Липкнехта и Розы Люксембург открылся крупнейший в СССР кинотеатр «Великан». В первом отделении был дан американский фильм «Остров погибших кораблей». Во втором выступали артисты оперы и балета. Вместимость кинотеатра составляла 3000 человек.
А мы продолжаем «Доброе утро» на телеканале «Беларусь-2». И, кстати, мы с вами сейчас накануне приятного события. Ведь в третье воскресенье августа отмечают День авиации. И вновь повторимся, накануне этого приятного события в студию «Утреннего эспрессо» мы пригласили Прокоповича Степана Романовича, пилота первого класса, пилота-инструктора, командира эскадрильи Брестского авиаотряда, а также второго пилота Прокоповича Александра Степановича. Доброе утро, Степан Романович. Доброе утро. Доброе утро, Александр Степанович. Доброе утро. Во-первых, хочу высказать свою радость по поводу того, что мы вас видим в студии «Утреннего эспрессо». Это раз. И, во-вторых, естественно, я вас поздравляю с наступающим праздником. Спасибо. Степан Романович, вот мне бы хотелось начать беседу с вами. Скажите, пожалуйста, каким образом ваша жизнь была связана, и думаю, что, в принципе, и сейчас связана с авиацией? После окончания Бурусланского летного училища в 1965 году прибыл по распределению в Брестский авиаотряд, который еще находился в старом аэропорту, сейчас улица Рябцева. Ну и вот начал работу вторым пилотом. Через 3 года ввелся командиром самолета. Ну и так вот жизнь шла, так сказать, с нарастающим. Потом замкомандира эскадрильи, потом командиром эскадрильи. Потом, значит, были такие моменты в моей жизни. Я был 3 года в командировке в Африке. Я работал там пилотом-инструктором. Ну и потом уже 88 год, начались эти годы, и я уже ушел на пенсию. Степан Романович, скажите, пожалуйста, может быть, такой немножко личный вопрос. А вот когда ваш сын Александр Степанович также высказал желание пойти по вашим стопам, какие эмоции вы испытали? Вы обрадовались или, наоборот, отговаривали? Конечно, обрадовался. Но надо отдать должное, что я всю жизнь летал, пока он был на глазах, вся моя жизнь. И ему, конечно, это все нравилось. Александр Степанович, вот мы уже услышали, что, в принципе, ваш папа был рад, когда вы пошли по его стопам. А вот что двигало вами в этот момент? Наверное, я получил это с материнским молоком, я так думаю. Этот ген летчика, потому что когда в 1965 году отец стал уже летчиком, я еще не родился. То есть я родился в 1967 году, то есть уже когда отец был летчиком. Вообще в жизни я другой профессии не представлял. Да, хотя звали меня в радиотехнический институт, потому что способности в этом направлении были в школе. Вот. Какие-то другие варианты рассматривались, но я для себя еще с детства решил, я хочу быть летчиком. Александр Степанович, скажите, пожалуйста, вот в принципе мы сегодня уже говорили о том, что мы в третье воскресенье августа отмечаем День авиации. Но в принципе праздников, связанных с авиацией, их достаточно много на календаре. Ну как много? Их более чем один. С чем это связано? И когда вот лично вы отмечаете День авиации? Вы знаете, в советские времена, все-таки мы-то летчики из советских времен, был один день авиации. Это было в начале 18 августа, потом сделали 3 воскресенье августа. Поэтому мы отмечаем по старому стилю, скажем так. Хотя сегодня, да, есть отдельно день военной авиации, день гражданской авиации. Где-то мы тоже в этот день вспоминаем, что мы летчики, и где-то, как говорится, немножко отмечаем. Но для нас тот праздник, на котором мы выросли, на котором прошла вся наша профессиональная деятельность, это 3 воскресенье августа. Хочу сказать телезрителям «Утреннего эспрессо» о том, что День авиации или день, как можно сказать по-другому, авиатора в Бресте мимо нас не пройдет. И нас ожидает достаточно такое приятное мероприятие. Вот расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. На озере Костичи в этом году планируется достаточно приятное шоу. То есть это будет шоу парашютистов, наших спортсменов клуба ДОСАВ. Они обещают нам интересную программу, даже приводнение на воду обещали. Вот. Пока не знаю, как это все будет, но надеюсь, что они свое слово сдержат. Вот. Будет выступление кружка авиамоделистов. То есть покажут наши ребята, что авиация есть и маленькая авиация тоже. То есть дети покажут, запустят авиамодели, покрутят самолетики и так далее. Потом прилетят настоящие самолеты. Американский Cessna 4-местный, Як-12 4-местный, наш красавец Ан-2 многоцелевой самолет, который
нет ни одного самолета в мире, который выпускался бы 65 лет. Одна и та же модель. Нет ни одного. Это единственный самолет в мире, Ан-2. Ему можно дать должное, что сегодня его никто не может заменить. Он тоже прилетит, не только выбросит парашютистов, но он произведет посадку. По желанию отдыхающих будут обзорные полеты. Да вы что, мне Да. кажется, это очень интересно. Да, будут обзорные полеты, то есть каждый желающий сможет прокатиться на самолете. Мы планируем, что будет планер, который покажет фигуры высшего пилотажа прямо над озером на высоте 1000 метров. Вот. Будет концерт, подготовленный силами Управления культуры Брестского райисполкома. Вечером будет для нас развлекать молодежь рок-группа «Playback», наша брестская молодежная рок-группа, которая подает большие надежды. Будущие звезды наши белорусские. Вот. Ну вот так вкратце я набросал программку. Я думаю, что будет очень интересно и детям, и взрослым, и молодежи. Поэтому приходите. Начало в 15 часов. Озеро Косичи в субботу, 16 числа. Ждем всех. Я думаю, что всем будет интересно. Вы знаете, я думаю, что уже вам очень хорошо удалось зажечь вот эту искру интереса в сердцах у телезрителей утреннего «Эспрессо», потому что то, что вы, как вы выразились, вкратце описали, с моей точки зрения, достаточно обширная и грандиозная программа. Что ж там будет происходить не вкратце, я думаю, для этого стоит прийти и посмотреть лично, убедиться в всем самостоятельно. Тем более, что даже обещают полеты. И уже так близится к завершению наша с вами беседы. Мне бы хотелось, чтобы, Степан Романович, у вас есть возможность сказать слова поздравления коллегам и всем тем, кто имеет отношение к авиации, с наступающим праздником. Пожалуйста. Ну что, дорогие коллеги, авиаторы, поздравляю вас с праздником Днем авиации. Желаю, конечно, всем здоровья, успехов. И я думаю, что более подробно поздравление у нас будет на озере. Я думаю, что вам тоже удалось заинтриговать. Огромное вам спасибо за то, что сегодня утром вы пришли к нам в студию. Это раз, два. Я лично хочу вас поблагодарить за интересную беседу. Еще раз присоединиться ко всем поздравлениям, которые здесь прозвучали. И еще раз опять-таки напомнить о том, что всех желающих ждут на озере Косичи в субботу, 16 августа, начиная с 3 часов дня. Так что приходите, будет интересно. Спасибо вам большое. Спасибо. Вам спасибо. А мы напоминаем, что сегодня утром в гостях утреннего «Эспрессо» был Прокопович Степан Романович, а также Прокопович Александр Степанович. Сегодня утром мы уже говорили о самолетах и покорителях воздушных далей. Продолжим тему. Почти 2 недели назад в Беларуси отметили День воздушно-десантных войск. Ну а теперь будни брестских десантников продолжаются. Кстати, наши земляки сейчас находятся вместе с российскими товарищами на учениях около Пскова. На территории полигона Струги, а именно так называется то самое место около Пскова, белорусские и российские офицеры получают опыт управления подразделениями, а десантники – опыт совместного выполнения учебно-боевых задач. Согласитесь, звучит серьезно, но и дело-то серьезное. Честь и слава покорителям неба. А мы продолжим воздушную тему. Немного воздушной сказки, невесомости и просто невероятные впечатления. Все это можно найти на земле. Воздушная йога специально для тех, кому хочется полета. Эта легкость бабочки – результат долгих тренировок и нагрузок. Чтобы восстановить себя после спортивных травм, Диана стала заниматься йогой в воздухе. Помогло. Когда поняла, что такая помощь нужна многим, решила открыть в родном Бресте учебный класс. Самое главное, что она помогает разгрузить позвоночник. Это все-таки наше здоровье, это наша жизнь, от него многое зависит. Помогает исправить сколиоз, нарушение осанки любого вида. Вот так, находясь в подвешенном состоянии, можно омолодить организм, улучшить пищеварение и сон, натренировать память. Йогой в воздухе девушка увлеклась более 3 лет назад. Этому предшествовали годы поисков, занятия гимнастикой, хореографией и фитнесом. Остановилась на йоге не случайно. Гамак прямо-таки наполнен сюрпризами. И бояться за свою безопасность не стоит. По словам тренеров, йога-качели выдержат и слоненка. Главное не бояться, потому что на первом занятии немножко страшновато. Висеть вверх ногами, но
последующие занятия потихонечку страх уходит, и постепенно тело тебя больше и больше слушается, ты подчиняешься вот этой гравитации, тебя больше растягивается, чем, например, на полу, если ты будешь заниматься те же упражнения делать. Я начала заниматься аэро-йогой как восстановление после родов, поэтому мне нужно было что-нибудь легкое, без особо сильных нагрузок, потому что у меня их дома хватает. Диана Шухманцева выбрала весьма необычную форму занятий. Вот уже несколько месяцев она приходит сюда вместе со своей дочкой. Особенно, когда мама приходит с грудными детьми, у нас есть даже такие занятия. То есть они там полностью посвящены только себе и своему ребенку. Мы можем даже покормить ребенка здесь грудью на занятиях. То есть это нормально. А когда детки постарше, они, конечно же, в первую очередь занимаются, получают какое-то образование в плане здоровья своего, меняют свою осанку. Тренер говорит, главное в этом деле привести свое тело и мысли в порядок и постараться просто получать от занятий максимальное удовлетворение. Эти все упражнения, я чувствую себя как этой звездой. Я себя чувствую просто какой-нибудь акробаткой, звездой цирка, крутого, цирк дю Солей. Диана уже научилась летать не во сне, а наяву. И теперь хочет подарить ощущение полета другим. Кстати, если вы еще не знали, в СНГ уже стала традицией добрая практика объявления культурных столиц. Итак, в будущем, в 2015 году, в Содружестве статус культурных столиц получат российский Воронеж и таджикский Куляб. Забегая вперед, откроем еще одну тайну. Есть инициатива 2016 год в Содружестве назвать годом образования. Думаю, что все эти культурные меры позволят нам знать о соседях больше. Ну а пока в качестве культуры и образования мы вам предлагаем хорошее кино. Наши корреспонденты познакомят вас с новинками кинематографа. Доброе утро! Кино по-прежнему не только насыщает наше свободное время, но и дарит яркие эмоции и впечатления от просмотра. Тем более, если это премьера. Грядущий киноуикенд подарит брещанам сразу две новинки – боевик «Неудержимые 3» и комедию «Тайна 4 принцесс». Главных персонажей этого фильма играют любимые всеми герои боевиков – Арнольд Шварценеггер, Мел Гибсон, Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхэм и многие другие. Нестареющий ансамбль легенд в третьей части выполняет новое задание. Однако миссия, которая казалась простой, не проходит гладко. Продолжение громкого проекта «Неудержимые» теперь доступно и вам. Давно не виделись. Куда вы без меня? Глазам не верю. Мы были друзьями. Первые неудержимые, но не сработались. Барни, Крисмас и остальные члены команды сходятся лицом к лицу с Конрадом Стоунбексом, многие годы назад основавшим вместе с Барни команду неудержимых. Впоследствии Стоунбекс становится безжалостным торговцем оружием и тем самым превращается в человека, которого Барни было поручено убить. Или, по крайней мере, он сам так считал. Теперь Стоунбекс, один раз уже сумевший обмануть смерть, поставил себе цель покончить с неудержимыми. Но у Барни на этот счет свои планы. Барни решает, что в его борьбе свежий подход можно противопоставить старым методам и пополняет ряды людьми, которые моложе, быстрее и технически более подкованные. Так у членов команды неудержимых начинается новая эра. Последняя миссия превращается в столкновение между представителями классической старой школы и экспертами в высоких технологиях. Мы слышали, ты вновь разжился крупными неприятностями! Поделишься со старыми друзьями! По лестнице не пробовал? Их всего 10. Безумец. Отчаянный, но безумец. Неудержимые 3. Следующая премьера снята по мотивам сразу 3 сказок братьев Гримм. «Храбрый портняжка», «7 принцев воронов» и «Стоптанные башмаки». В киноленте много музыки и юмора, а значит, она прекрасно подойдет для семейного просмотра. Так или иначе, фэнтези-история «Тайна 4 принцесс» возродит на экранах сказочный жанр. Даются 3 полных ночи. Узнаете о секретах их высочества.
станешь наследником. Подписывай. А если я не успею за 3 ночи? Или пожизненное заточение в башне, или голова с плеч. Увидели мы дворец. В саду 4 принцесс. Я так обожаю моих дочерей. Приказываю забыть ваших принцесс. Мы не согласны. Что же мы будем делать, моя королева? В некотором царстве, в некотором государстве жил-был веселый и добрый портной по имени Ганс. Он был молод и не очень богат, а если точнее, практически беден. И жители царства-государства звали его просто портняшка Ганс. По воле судьбы он оказывается во дворце короля, который поручает Гансу раскрыть тайну своих дочерей. Молодых принцесс, которые каждую ночь куда-то исчезают. А в это время в другом царстве королева Гурунда решила женить своих принцев-сыновей на дочерях соседних сказочно богатых королей. Но беда в том, что сами сыновья уже выбрали себе невест. Отказ сыновей повиноваться вызвал у Гурунды ярость. Она в сердцах проклинает их и превращает в воронов, оставив им только несколько часов на пребывание в человеческом облике с полночи до 3 утра. И за спецназ. Хороший тост. Хороший тост. Стоптанные башмаки, скошенные каблуки, сношенные платья, мы просто без понятия. А хотелось бы знать. Просто тайну принцесс. Нам хотелось бы знать. Только тайну принцесс. Но так хочется знать. Я смогу разгадать эту тайну принцесс. Смотрите кино и делитесь полученными от него впечатлениями. Приятного вам просмотра! Вот и подошла к завершению наша программа. Подходит к завершению и рабочая неделя. Но новый день только начинается. Прекрасный, чудный день. Это была программа «Утренний эспрессо». Меня зовут Вероника Яковец. Отличного продолжения дня и незабываемых выходных. А мы увидимся с вами на телеканале «Беларусь-2» в понедельник.